Поехали с его текста. Давай, давай. Ты прям тащишь, его тащишь. Сам тащишь, да. Да, рассказывай, да. Нет, а нам надо порепетировать. У калмыков театр начинался с кибитки, с протяжной песни «Джангарчи», которого сутками, месяцами ждали. Он приходил и несколько вечеров, ночей пел все эти песни. Это был тоже такой театр одного артиста. А потом мистерия цам, буддийские эти молитвы, песнопения. Это все тоже относится к разряду театра. И нельзя говорить, что у калмыков 85 лет назад театр появился. Когда народ создался, тогда театр был. Мы историю театра, например, всегда начинаем с истории Калмыцкого техникума искусств в Астрахани расположенном, который был там. Это кузница кадров первых профессиональных актеров Калмыкии. Но можно, если бы так вот приглядеться, по сути, можно начать его еще и раньше, с 20-х годов. В 26-м году с первой опытной постановки Адольфа Бадмаева пьесы «Атаман Зоста». Это было знаменательно. Это. Можно ее считать, эту пьесу, можно считать первой попыткой, мне кажется, такого вкладывать в национальную драматургию, которой тогда еще практически не было. Это было, наверное, самое золото калмыцкого искусства, потому что тогда были великие актеры, которые положили все, отдали все для того, чтобы наш театр по сей день жил, а мы это наследие приняли. Если из воспоминаний, то мало кого я застал в силу своей молодости, но изучив всю историю, вообще хотелось бы похвастаться тем, что, я вот говорю об истории театра, вот труппа театра, она действительно бессмертна и очень профессиональная. Почему? Потому что изначально в 1936 году, когда открылся театр, у нас вот дата, это 8 ноября. То есть вот с этого 8 ноября 1936 года начал жить наш калмыцкий театр. Это сцена, на которой я сижу. И вот от труппы до каждого курса в труппе нашего калмыцкого театра работали всегда профессионалы. То есть это выпускники всех столичных театральных лучших школ. Слава богу, что театральное прошлое в Калмыкии было, что открыли театр, как один из деятелей сказал, единственный в мире. Мы открываем сегодня единственный в мире Калмыцкий национальный театр. И по сей день мы так позиционируем себя, что мы единственный в мире национальный калмыцкий театр. К сожалению, из более старшего поколения мне не удалось застать никого, только вот по рассказам знаю о них, какие они были актеры, кто как готовился. Наши старшие сегодня, которые в театре присутствуют, есть, слава богу, они нам рассказывают о них. Вот. И нам повезло, что есть старшее поколение. Иван Алексеевич Уланов, вот, наш заслуженный артист Российской Федерации, Сергей Гучинович Мучеряев. Вот. Мы как будто бы через них прикасаемся к тем первому набору, который был в театре, которые они застали, которые они видели, работали с ними. Нам в этом смысле, конечно, очень повезло. Когда мы пришли в 80-м году, молодой студии выпускники ГИТИСа, мы, конечно, пришли в самый такой золотой период калмыцкого театра. До сих пор для меня вот пример, уже сама проработала 40 лет, и при нас приходит молодежь уже, разная молодежь. Но для меня до сих пор пример вот этой встречи, вот этого отношения к молодежи. Это такое отеческое, бережное отношение было к нам. Вот это чувство благодарности, оно хватило вот на всю, наверное, творческую жизнь мою. И когда сейчас приходит молодежь, вот это вот меня никогда не отпускает. Мне хочется быть похожими на них. Мне хочется так же встречать молодежь, как и нас когда-то встречали 40 лет тому назад. Ну, это такие, знаете, эмоциональные вещи, встречи. Самое главное, что мы были вместе на сцене. Театр вообще, он
редко его вот увидишь тихим, вот такой он не бывает днем. Вот когда никого нет, это театр, он вот как говорили мы, вот заходишь в театр и тебя как будто меняет. Ты забываешь про все, что происходит за театром, вне стен театра. Ты заходишь, попадаешь в какой-то свой мир. Здесь по-другому время идет, здесь по-другому люди разговаривают. Здесь отношение к друг другу другое. На улицу ты выходишь, ты другой. Я не могу себя вести, допустим, на улице так же, как я веду себя в театре. Потому что немного в театре, на улице воспринимается все по-другому. Здесь в театре другие правила, здесь другое отношение, здесь другое восприятие вообще ко всему. Ну, сейчас, если увидят интервью моей мамы с папой, наверное, они перестанут со мной разговаривать. Есть такие важные вещи, да, в жизни каждого человека. У меня есть семья, мама, папа, сынок, и есть театр. Ну и, наверное, как бы почти то же самое, что семья. Почти. Те, кто работает в театре, это называется как клуб, сообщество единомышленников. Это как семья, которые, допустим, папа, мама, Эйджа, да, бабушка, дедушка, мы же друга понимаем. Мы знаем, что там папа сегодня злой, или папа сегодня добрый, или мама там нервничает, или там я маме так сделаю, там, она успокоится. Вот и театр то же самое. Я немного эмоциональный просто, у меня сейчас. Но это будет пафосно звучать. Ну, на данный момент у меня кроме театра ничего нету. Я к 31 году вот, пришел к этому, и такое ощущение, что у меня в жизни кроме театра ничего нету. А оно так и есть, по сути. Алdır Bogdacanxır. Tana eskitini hörteden dokuşun kilігin xanla bere verirsin bile. Terini oldana satana eskitini Gurbun zun şafta ere güce xarla. Театр, да, говорят театр, для меня это как второй дом. Я прихожу сюда, и здесь уже есть семья, надо со всеми поздороваться, надо всех поприветствовать, как-то посмотреть, кто, что, как. В общем, как бы, ну, как вот вы приходите к родственникам кому-то, там, не знаю, к бабушке, к Эйджи, Каве кому-то, вот точно так же и мы в театр приходим. Мы не приходим в театр как на работу, мы приходим в театр как к себе домой. Я счастлива, что я в моей трудовой книжке только одна запись. Август 80-го принята на работу в Калмыцкий театр актрисой. Вот со дня той записи, сейчас вот пошел 41-й год. 41-й год, вот как пришла, так и по сей день, и дай бог еще. Надеюсь, запись в трудовой уже никогда не изменится. Понимаете, вот то, что вот сейчас мое поколение работает, да, оно сейчас называется старшим поколением, или одними из старших. Вот они, то, что получили у предыдущего поколения, они привносят в молодежь. Если мы хотим сохранить свой театр, то мы переносим эти добрые традиции обязательно. Отношение к работе, отношение к языку, отношение к культуре вообще.
к истории театра. Вот в этом году мы хотим выпустить двухтомник истории театра. Это тоже такой же вклад, вспоминая старшее поколение и тот театр. Извините, 85 лет. Но, правда, из них 13 лет были вырваны, когда артисты были разбросаны по фронтам, по Сибири, или в мир иной кто-то ушел. Вот единственное, сейчас одна из первых актрис отметила столетие, Нина Петровна Баданова, герой Калмыкии. Бату Сергеевич ей присвоил. Вот она вот 100 лет старше театра. Есть два старика, как мы говорим, Иван Алексеевич Уланов, народный артист Республики России и лауреат премии «Золотая маска». Сергей Гучинович Мочеряев. Они здесь в строю. Что такое театр для меня? Это увеличительная лупа. Я сейчас объясню, почему. Допустим, вот приходит зритель в зал, да, садятся в зал, свет гаснет, и вот тогда появляется эта незаметная увеличительная лупа. Зритель приходит в театр и смотрит вот этот квадрат, эту коробку, и видит себя, но в увеличенном виде. То есть они видят те крупинки, которые мы не видим в жизни. И вот театр — это такая магия, потому что театр всегда должен решать конфликты. Он все время ставит вопрос: зачем, почему, из-за чего. И зрители, приходя в театр, вглядываются в эту лупу и видят себя. Да, когда мы берем лупу, мы же, допустим, плохо видим, там те же самые сыщики, они даже крупицу видят. И вот зритель видит крупицу, которой не хватает ему. Он понимает, что здесь он в жизни плохо, и многие после спектакля наших, когда уходят домой, вот я пару раз разговаривал с знакомыми, они говорят: мы просто вышли из театра, мы молчали. Мы ехали в такси, мы молчали. Мы домой приехали, мы молчали. И спустя час-полтора мы начали пить чай и начали разговаривать потихонечку о театре. То есть, что было. То есть, получается, каждый анализирует. И вот для меня театр вообще театр — это отдельное государство, это отдельный мир. У нас есть много выражений таких, я с ними согласен, там, сцена лечит, допустим. Многие, вот, я говорю, эти единомышленники, допустим, в жизни у тебя много проблем своих личных, но когда заходишь в театр, ты все забываешь сразу. Ты живешь, плачешь, умираешь, страдаешь, смеешься и так далее. И выходишь из театра, опять возвращается та жизнь. Так что театр, буду банальным, это для меня действительно жизнь, потому что это магия, это большая магия. Здравствуй, король наш Ричард. Ну, знаете, вот сейчас уже с высоты прожитых лет по молодости ж не задумываешься. А сейчас понимаешь, что, в общем, все, что в моей жизни есть, было, и все, что я там после себя оставлю, это, конечно, театр. Так получилось, что, в общем, вся какая-то и бытовая жизнь, так получилось, что она, оказывается, была подчинена театру. Это когда все остальное в этой жизни все равно корректируешь под театр, под свою работу. Все эти бесконечные эти родственные связи, свадьбы, юбилеи, похороны, рождения. Все было подчинено театру, этому расписанию, работе, профессии. Театр, я теперь уже говорю, так оглядываясь, театр мне дал все. Театр мне дал мужа, театр мне дал детей, театр мне дал квартиру. Все, что у меня есть в этой жизни, практически мне дал театр. Эту профессию либо ты любишь, либо ты не любишь. А по-другому нет. Нельзя быть наполовину в театре. Либо ты фанатик, либо не фанатик. Ну, как-то так. Я вот, наверное, отношусь, не знаю, ну, к фанатикам, наверное.
Многие на меня смотрят и думают, и говорят, что ты здесь сидишь? Выбрал эту профессию. Мне интересно, я люблю это.